9 декабря обнаружилась дома вот такая просадка. Так скажем, мне сказали, что это пол просел, но это не похоже, что пол просел. Вот это трещина, более метра. Такую картину не ожидал увидеть даже Рустем Каримов, хотя уже со дня заселения привык к аварийному состоянию своей квартиры. Плесень на стенах, трещины. Это было еще в 2016-м, когда вместе с супругой они переехали в новое жилье. Но когда под ногами начал буквально продавливаться пол, вновь вызвал специалистов. Специалисты приходили, обследовали не один раз. Были комиссии со стороны исполкома, управляющей компании приходили, все записывали, делали акты, все это говорили, что мы все это будем устранять. Но ничего не устранили, все таки осталось. Историю этого дома мы рассказывали еще в декабре. Он был построен в 2010 году. Основным дольщиком выступил Госжилфонд Республики. Застройщиком компания КСТ-2000. С первого дня в доме были обнаружены трещины, стены были сырыми, а затем начали и деформироваться несущие конструкции. Судебный экспертный центр Следкома России признал дом аварийным. Арбитражный суд обязал застройщика устранить нарушения. Но компанию признали банкротом, и она не смогла провести противоаварийные работы. Тогда средства выделила республика. Укрепительные работы начались по усилению согласно проекта. В подвальной части 6 штук таких подпорок установили в соответствии с проектом. Восстановительные работы начались. В подвале поменяли деревянные подпорки на металлические, но и это не выход. Нужно как минимум укрепить весь дом. И этот вопрос уже обсудили на республиканском уровне. В начале недели прошло совещание на правительственном уровне с участием всех заинтересованных ведомств, где были даны поручения. Уже вчера приезжала подрядная специализированная организация, которая полностью осмотрели этот дом. Поэтому сейчас будет изучаться вот этот проект усиления, ремонта данного дома. Целесообразно его ремонтировать или нецелесообразно. Сейчас повторно проводится экспертиза дома и геологические работы. И только после их согласования, примерно через 1,5 недели, строители смогут приступить к делу. Если же работы по укреплению дома начнутся, то всем 144 семьям придется временно покинуть свои квартиры. Благо, есть куда. Местные власти уже подготовили необходимую жилплощадь. Конечно же, это самое главное — расселение граждан, которые проживают в данном доме. Мы тоже здесь обсудили несколько вариантов, и с нефтяниками тоже встретились. У нас есть и свободные квартиры, есть у нас пионерлагерь, есть общежитие нашего техникума, поэтому здесь тоже насчет расселения никаких вопросов не будет. В дальнейшем предстоит ремонт и фасада, и крыши, которая с первых дней стала краеугольным камнем дома. Она плоская, и жители считают, что из-за таких особенностей конструкции, а также из-за некачественных материалов в доме и появились и трещины, и плесень. Воде просто было некуда уходить, и она впитывалась в стены, разрушая их все больше и больше. Рамиль Шайдуллин, Роман Фенин, ТНВ, Азнакаево.